Ведущий шоумен, талантливый педагог дополнительного образования и организатор интеллектуальных игр Максим Степаненко широко известен в родном Нерюнгри. Харизма, обаяние и отличное настроение всегда делают Максима душой компании и украшением любого мероприятия. Активный и разносторонний Максим Степаненко начал свою творческую и преподавательскую деятельность в Центре развития творчества детей и юношества города Нерюнгри. То есть здесь была организована школьная лига КВН, и я пришел как ведущий, как редактор, как, можно сказать, тренер, наставник некоторых команд, ну и организовывал здесь движение КВН среди школьных команд. Потом потихоньку я еще когда-то в детстве давно занимался брейкдансом, и у меня было еще объединение, я вел школу брейкданса. Ну, некоторое время, потом туда пришел другой руководитель, когда я стал более стар для всего этого. Ну, я занимался долгое время школьным КВН, потом перешел на новую должность, стал педагогом-организатором, то есть начал заниматься не только организовывать игры КВН, но и другие разные мероприятия праздничные, серьезные, патриотические, исторические, различные новогодние праздничные мероприятия, ну и вообще как бы заниматься всей организаторской деятельностью в этом центре. Вот, примерно так все это было. Все это шло степенно по времени, где-то как-то как по ступенькам поднимался вверх. И вот сейчас и продолжаю свою трудовую деятельность именно в центре, как педагог-организатор. Неудивительно, что с самых первых дней работы в центре Максим завоевал уважение и любовь своих коллег. Конечно, Максим Сергеевич является душой нашего коллектива, очень бесконфликтный, очень позитивный педагог, к которому тянутся не только дети, тянутся и сотрудники. Это всегда человек, который может разрядить любую ситуацию на позитиве всегда. То есть к нему можно обратиться с любым вопросом, с любой проблемой. То есть человек открытой души. Как раз про Максима можно сказать, что человек очень тактичный, деликатный и никогда, то есть я не помню ни одного случая, чтобы где-то кичился своим положением или пользовался своим авторитетом и положением. То есть абсолютно порядочный такой человек в этом плане. Общительный и увлеченный, Максим не мог не ответить на очень большой запрос жителей города Нерюнгри на нестандартный досуг. Так, организацией и проведением очень популярной интеллектуальной игры «Квизатлон» Максим занимается уже больше 5 лет. В 2016-м мы с Дмитрием долго вынашивали эту идею, долго не могли ее двинуть. И начало 2018 года мы все-таки собрали волю в кулак и уже начали непосредственно продвигать этот проект, то есть придумать уже полностью всю механику, все моменты. Ну, то есть идея зрела, и она пришла именно тогда, когда, видимо, пришло ее время. То есть проект зародился именно в 2018 году. Мы попробовали на маленькой площадке, у нас был небольшой барчик, в котором мы попробовали организовать эту игру. Придумали всю механику, как она будет идти, как какие-то моментики, какие туры, какие вопросы, где что будет стоять, как мы будем себя вести. Ну, то есть, как бы полностью всю механику. Мы, конечно же, заботились о том, чтобы людям нравилось все. Помимо самой игры, еще мы очень переживали за сервис нерюнгринский, чтобы людям понравилось и то, где они сидят, и все, что они видят. То есть, как хотели... Как правильно это сказать? Наверное, чтобы удовлетворить обе потребности хлеба и зрелищ. То есть, чтобы людям было вкусно и было интересно. Всего за время проведения игр «Квизатлон» в них приняло участие больше 180 команд. И из года в год желающих играть становится все больше и больше. Безусловно, без сплоченной команды единомышленников организовать такие масштабные мероприятия было бы невозможно. На самом деле очень много проектов мы с Максимом придумывали, создавали, воплощали. Но главным, наверное, нашим достижением на данный момент является проект под названием «Интеллектуально-развлекательная игра «Квизатлон», которую мы презентовали общественности в 2018 году. И надо сказать, этот проект сейчас продолжает играть, он никому не надоел. Все больше и больше игроков у нас появляется, и я считаю, что это достаточно серьезное наше достижение. Спустя время, уже уехав из города, я пришел к выводу, что две главные вещи, наверное, помогли нашему тандему. Во-первых, это юмор,
Ну, здесь понятно, КВН, на нем мы и познакомились. Точнее, играя в него, мы и познакомились. Ну, а второе, и я считаю, что это тоже немаловажно, и я не знаю, что из этого главнее, но если бы не Максима огромная, просто необъятная, теплая и невероятно добрая душа, его отзывчивость, то, наверное, наш тандем бы и не был бы тандемом, и не был бы союзом. Со временем квизатлон стал не просто способом интересно провести время в компании друзей. Интеллектуальная игра трансформировалась в целую философию, и уже очень многие команды не пропускают ни одной игры, приходя снова и снова блеснуть своими знаниями и получить новые. И организаторы с удовольствием дают желающим эту возможность. Мы раз в месяц обязательно собираемся, мы проводим мозговые штурмы, мы придумываем новые идеи, новые проекты, то есть как улучшить нашу игру, как сделать что-то новенькое, какой-то спецпроект провести. То есть мы всегда в творческом поиске, мы понимаем, что на этом не останавливается, и вся машина, наша творческая команда работает как машина, и мы все едем вперед, и меня это безумно радует. Ну а насколько команде удается осуществить задуманное и реализовать свои идеи, отзывы игроков в квизатлон говорят сами за себя. Большое спасибо за идею этой игры, за ее организацию, за то, что эта игра настолько распространилась в нашем городе. Ну, помимо того, что Максим организует взрослые квесты, мы знаем, что Максим организует и детские квесты. Поэтому он наш фактически коллега, можно сказать так, да? То есть в области детского творчества, детских игр, я думаю, что такой же заряд, позитив он дает и малышам. Действительно, не только взрослые, но и дети с большим удовольствием принимают участие в интеллектуальных играх. Не забывая о своих воспитанниках, на базе Центра развития творчества детей и юношества уже несколько лет Максим, как педагог дополнительного образования, успешно реализует проект «Сектор Квиз». Первый год мы начинали, у нас было всего 2 дивизиона, 3-4 класс и отдельно 5-6 класс играли. Опыт показал себя положительно. В следующем году уже под эгидой Малой академии наук нашего регионального отделения в Нерюнгри мы открыли еще один дивизион, это 7-8 класс, и вот в течение всех этих долгих лет мы уже играем, то есть у нас 3 дивизиона, каждый играет весь сезон, у них по 4 игры в сезоне, они набирают какие-то баллы, количество, то есть ребята заинтересованы, и особо отрадно, что вот в этом году у нас есть команды, которые играют уже начинали с 3 класса, и сегодня они играют, показывают достойные результаты на уровнях Нерюнгринского района. Они играют уже в 8 классе, они учатся, и показывают свою сплоченность. То есть команда уже сыграна, она имеет очень хорошие результаты по нашему городу. Ну и в целом они хорошо играют. Со временем проект охватил ребят со всей республики, и уже школьники за пределами Нерюнгринского района с удовольствием стали принимать участие в увлекательных интеллектуальных состязаниях. Когда был пандемийный год, все перешли в дистант, мы сделали такую, организовали игру. Это была игра «Сектор Квиз Якутия». То есть мы дистанционно подключили, у нас играло 26 или 28 команд с разных регионов республики, то есть было задействовано 6 улусов, включая Якутск. Очень много было команд, был положительный опыт, то есть ребятам очень понравилось. Ну и вот в преддверии 8 февраля мы планируем провести еще раз такую игру, то есть чтобы школьники 7-8 классов смогли сыграть, познакомиться с всеми школьниками нашей республики. То есть Нерюнгринский район, там огромное, большое количество, сейчас на память не скажу, то есть там все 6 или 7 улусов, то есть играет это прям... Ребята интересно заводятся, и им очень нравится играть. То есть как бы противостояние между городами, между районами, между поселками, населенными пунктами нашей республики. То есть вот тоже такой небольшой проектик есть у нас, реализуется. Я надеюсь, что это вырастет во что-то большое, интересное и красивое, а самое главное полезное для ребят. Отрадно, что не только среди взрослых, но и детей есть большой запрос на подобные проекты. И родители, и учителя с удовольствием приветствуют желание ребят к такому времяпрепровождению.
Это действительно очень инициативный, очень харизматичный человек. И очень радует, что сейчас он занимается с нашими детьми, организуя подобные квизатлоны. Потому что в наше время, я считаю, что сейчас это очень актуально. Дети сидят с телефонами, а здесь они воочию могут отвечать на вопросы, общаться и смотреть, кто же сильнейший из наших детей. Дети с удовольствием посещают подобные мероприятия, потому что они сидели у нас очень долго, когда был пандемийный год, и встречаться вот так воочию у них не было возможности. А сейчас они с удовольствием приходят и общаются, и действительно открывают какие-то знания новые. Несомненно, активная жизненная позиция, юмор и тяга к творчеству не могли не увлечь Максима таким занятием, как КВН. Как это часто бывает, интерес к играм клуба «Веселых и находчивых» появился случайно, что не помешало заниматься этой игрой долгие годы. Ну, КВН как вот появился в моей жизни. Первый раз, я помню, сходил в ДК на какой-то КВН, мне очень понравилось, что делают ребята. Это было очень интересно. Ну, то есть это было где-то, наверное, старшая школа. У нас дежавю был первый состав, там 97-й год. Я их увидел, мне так понравилось. Думаю, такие молодцы ребята, такие шутки смешные рассказывают. Так они дарят это как-то позитив. И вот так вот я радостный такой шел, думаю, вот вырасту, тоже КВНчиком стану. Ну и потом у меня началось первое образовательное учреждение после школы. Это финансово-экономический колледж здесь. И там, как обычно, приходит положение в него, то есть как система. Надо сыграть в городской КВН. Что делать? А КВН? Я же хотел, давайте возьмите меня. Ну, то есть нас собрали как-то, нашли какого-то педагога-организатора, пригласили. Мы первый раз там что-то, какие-то шутки пытались там. Ну, как обычно у всех КВНчиков начинается путь. Где взять шутки? Я слышал, там-то я слышал. Ну, то есть все анекдоты, все это скидывается, пытается что-то развестись, как-то отрепетироваться, поставиться на ноги. Первый раз мы выступили, было это, ну, не совсем отвратительно, но и не шедеврально. Несмотря на первые неудачи, интерес к занятию КВН не угас. Наоборот, появилось стойкое желание расти и развиваться на этом поприще. И это принесло свои плоды. Перспективного игрока заметили и пригласили в команду КВН «Дежавю». Дежавю. Началась эта история Ну, дежавю история была раньше, а история со мной началась в 2002 году, осенью. Как я рассказывал, то есть нас заметили, как мы перспективная студенческая команда КВН, то есть там спросили у Чингиза, кто там молодцы, нас пригласили на репетиционный сбор, то есть там мы начали штурмовать, писать, то есть увидели зерна какого-то юмористического таланта, начали приглашать, то есть мы сидели, писали. То есть я еще тогда даже и не мечтал, что меня куда-то там возьмут, куда-то играть. Ну, в сборной Дежавю был выезд, по-моему, это был полуфинал Дальневосточной лиги во Владивостоке. Команда собиралась туда. Ну, как обычно в нашем студенческом городе, лето многих выкашивает. И в тот период, это был, по-моему, сентябрь, кто-то не мог поехать, или кто-то уже закончил институт и уже, соответственно, ушел в другое поле деятельности, то есть работа, взрослая жизнь. А тут молодые перспективные. То есть нас с братом взяли в Дежавю. То есть все, ребята, вы молодцы. Вы подаете надежды, вы едете в КВН играть во Владивосток. Я, боже, вот это да! Я КВНчик. Ну, такой счастливый был. Это был момент жизни, когда я учился в финансово-экономическом колледже. Мы поехали, все там первый раз. До этого я думал, что я играл в КВН, я знаю, как в него играть. Первый выезд за сборную, я обалдел, что это такое, что как там пишется, как там режется, как там вырезаются конкурсы, кто такие серьезные редактора. Ну, то есть у любого, кто играет в КВН, знает, что такое редакторская работа. То есть это человек, который смотрит выступление и выносит вердикт и говорит, это можно показывать живым людям, а это, ребята, лучше забудьте, а вот здесь переделайте так. Ну, то есть человек, который объясняет, как правильно показывать КВН или
пытаются внести смысл в наше выступление. Долгие годы игры в различных региональных лигах, яркие победы и неудачи – все это присуще практически любой команде КВН. Нерюнгринские КВНщики, тем не менее, за эти несколько лет сумели собрать серьезный багаж, получить бесценный опыт и завоевать в том числе одну из серьезнейших КВНовских наград – Кубок чемпионов. И вот, наконец, обстоятельства сложились для ребят самым благоприятным образом. Ну и уже в статусе вице-чемпионов первой лиги мы поехали на Сочинский фестиваль 2009 года. Приехали, выступили, показались во всей красе. И тут случилось страшное. Объявили список высшей лиги и объявили 4 команды, которые являются претендентами на высшую лигу. И в тот год мы были номинированы на кандидатство в высшей лиге. Первый раз такой был опыт интересный. И там с помощью смс регионы голосовали, какую команду нужно взять на участие в высшей лиге. Ну и мы очень сильно обрадовались этому моменту. Здесь весь город, вся республика нас поддерживала. Отправляли смски, и мы там с огромным отрывом вырвали, то есть там больше 50% всего проголосовавших отдали предпочтение нашей команде. Ну и, соответственно, мы попали в высшую лигу. Ну и тут сразу руководство республики обратило внимание на такой феномен в якутском КВН. Ну и участие в высшей лиге — это очень затратный процесс, это очень затратное по финансам мероприятия. Здесь сразу начали обращаться к руководству республики и приняли такое решение. Давайте, город Нерюнгри, давайте представим всю республику. Ну, и мы, соответственно, это добавит и колорита нашей команде. Ну, и все равно представить, есть свои законы в этой передаче КВН. И представить всю республику, а не только Нерюнгри в целом. Наши друзья, ребята из Якутска, прилетели в Москву. Мы отсюда прилетели в Москву. Москвичи никуда не прилетели, они на метро доехали. Вот мы там в первый раз все вместе встретились, собрались и поняли, что нам нужно защищать честь республики на самом высоком уровне и писать КВН. Нам делать какие-то творческие развороты и пируэты, чтобы сделать какой-то, показать, что смотрите, вот какой республиканская сборная «Дежавю», вот там мы можем выступать так. За время участия в команде КВН «Дежавю», безусловно, у ее участников накопилось большое количество интересных историй, которые до сих пор вспоминаются с улыбкой. Как мы познакомились с Максимом, я не помню. Кстати, он тоже. И мы решили, что мы знакомы с ним всю жизнь. Хотя в Нерюнгри я приехала в возрасте 5 лет. Максим был немножко помладше. Ну, сейчас не о возрасте. Сейчас, наверное, больше о том, сколько дней мы провели с ним. Не я конкретно, а мы в составе команды нашей «Дежавю» в поездах. Я посчитала, уехав в Москву, у меня было время здесь, в Москве, посчитать, сколько дней мы провели в плацкартных вагонах с золотарями, землями, цыганами и так далее. В общем, мы проездили однажды 3 месяца. И знаете, самое яркое впечатление — это не то, что когда-то мы с Максимом ездили на корпоративы в близлежащие города и города. И жили там прямо вот на месте, на рабочем месте, знаете, как бывает. Кто-то переехал в Москву и прям в офисе и живет, потому что денег нет квартиру снимать. А мы приезжали на корпоратив, прямо в ресторане и жили, честно. Это было очень весело. В общем, мы когда ездили на игры, команда наша уже практически вся переехала в Москву, кроме меня, Людмилы Владимировны, Ольги и Максима Степаненко. И я была этому рада, искренне, потому что мы с Максимом, я не буду кривить душой, очень любили проезжать город Северобайкальск. Потому что в Северобайкальске была самая вкусная на свете рыба. Это омуль, байкальский омуль, да. Так и было. Мы прям брали пакетами этот омуль, мы берегли деньги, да, зная, что обратно мы поедем 6 дней, 6 суток. И наверху на 3-й полке раскладывали, чтобы она не плесневела. И с Максимом просто уминали как могли. Поэтому мы немножко с ним и до сих пор похожи. Вот такую историю я могу рассказать про Максима, ну а все остальное, шутки, песни, импровизации, которые мы делали на сцене в совместном нашем творчестве. Я думаю, многие помнят, кто ходил к нам на концерты.
Одна песня была придумана просто, вот мы стояли, говорю, слушай, вот я сейчас выйду одна, это будет не очень весело, давай мы сделаем вот так. И он говорит, да, давай. И вот он там, типа, играл какого-то маньяка сумасшедшего, а я пела там та-та-та-там, там-та-там, та-та-та-та-та-та-там, и Максим все выходил, и это все вот так вот показывал, это было очень весело. Сборная Якутии, команда «Дежавю». Команда КВН «Дежавю» стала для всех ее участников не только большим и серьезным испытанием творчества, чувства юмора и таланта, но и очень важным периодом жизни и настоящей дружбы. И я очень горжусь тем, что сейчас этот фильм посвящен Максиму Степаненко, моему другу. Мне кажется, он заслужил, потому что такой светлый, солнечный человек, талантливый человек, этого достоин, и про него как будто бы нужно было сделать этот фильм, хотя бы на уровне города, хотя бы на уровне республики. Дай бог, чтобы фильм про него в будущем сняли и на всю Россию, и на весь мир. Маза, я тебе искренне этого желаю. Ты классный чувак. Я думаю, все понимают, что ты классный чувак, все, кто тебя знает. Ребята, если вы не знаете Максима, познакомьтесь с ним. И вы поймете, о чем я говорю. Но и что? Побольше вот таких людей вообще в нашей стране, и мир бы стал веселее, добрее и позитивнее точно. Поэтому я большой привет передаю, Максим, тебе, твоей семье, вообще городу Нерюнгри, всей республике Саха-Якутия. Я все помню, всех помню. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю до хруста. Всегда на связи. И вот это и море еще раз для вас, друзья. Потому что я знаю, у вас сейчас холодно, и, может быть, этот вид вас немножечко согреет. Пожалуйста. Яркая, насыщенная жизнь, творчество, самореализация и увлеченность. По словам самого Максима, очень важным в его жизни стало то, что родители всячески поддерживали любые его начинания с самого детства. Всем, чем бы мы с моими братьями не интересовались в своей жизни, они нам всегда говорили: давай. Мама, я хочу заниматься баяном, давай. Папа, я хочу пойти на карате, иди. Ну, то есть всегда во всем поддерживали, во всех начинаниях. То есть у меня, если так перечислять, у меня есть еще спортивный разряд по спортивным бальным танцам. То есть это тоже был интерес. Я занимался в музыкальной школе по классу баяна и занимался брейк-дансом, чем я только в жизни не занимался, увлекался фотографией, и все, родители это все поддерживали, все начинали, все, что было интересно. С самого детства он нам, родителям, не давал расслабиться, потому что очень был живым, любознательным ребенком, всегда любил что-то новое, увлекался очень многими видами спорта. Это был и бокс, и футбол, и другие спортивные игры. Это были и спортивные бальные танцы, и брейк-данс, но все-таки его сердце завоевал КВН. Он себя нашел на этом поприще и много лет посвятил этой замечательной игре. И сейчас, конечно, мне нравится, что он развивает в нашем городе эту прекрасную интеллектуальную игру. В дальнейшем я, конечно, хочу, чтобы у моего сына всегда присутствовал интерес к жизни, чтобы всегда он делал то, что ему приносит удовольствие и пользу другим людям. А своего сына, конечно, я хочу видеть счастливым. Я, как мама, горжусь своим сыном, я его люблю и поддерживаю в любых его начинаниях. Семья – это главная опора. Об этом Максим говорит всегда и с большой теплотой. Именно семья является и источником вдохновения, и местом, где нет той суеты и напряженной работы. Для меня дом – это тихая гавань, куда можно прийти и отдохнуть от шума, от гамма. Супруга меня полностью в этом поддерживает. То есть у меня, когда там какие-то сложные мероприятия или еще что-то, какая-то очень тяжелая, много работы, от людей заряжаешься энергию, сам свою отдаешь, пришел домой, и надо иногда помолчать. Когда наговоришься на работе, выплеснешь все эмоции, приходишь домой и немножко опустошенный, можно и так назвать. То есть ты выплеснул энергию, ты дал заряд бодрости, позитива людям. И здесь меня ждет тихая, семейная, спокойная жизнь.
То есть выключенный телефон, спокойствие. Я действительно как за каменной стеной, как в своем замке. У меня все очень тихо, спокойно. То есть жена всегда поддерживает. И у меня, то есть я прям полностью отдыхаю от того мира, в котором я погружен. То есть в котором я работаю. Он мне безусловно нравится, но дом — это у меня отдельный мир, в котором я живу. Я отдельно существую как отец, как сын, как отец, как муж, как глава семейства. И здесь у меня, наверное, большая, огромная поддержка, колоссальная от семьи. Несмотря на занятость, Максим много времени уделяет и воспитанию сына, стараясь проводить с ним как можно больше времени. Ну и, конечно же, в выходные, когда у меня такие случаются, мы тоже с ним проводим время. То есть я как отец воспитываю, то есть обучаю его каким-то житейским бытовым навыкам, то есть там поменять колеса на машине, еще что-то, какие-то вещи, то есть там куда-то в лес ездить, что-то порубить, какие-то дрова, то есть обычные мужские навыки, которым меня обучал мой отец, а у меня еще 2 брата, то есть нас воспитали так достаточно, настоящими мужчинами, как можно это сказать. Поэтому я стараюсь передать весь свой опыт с помощью таких педагогических технологий ребенку, чтобы он тоже вырос настоящим мужчиной, настоящим отцом, мужем и понимал, в чем состоит мужская доля, в чем состоит роль мужчины в этом мире. Вот, наверное, так. Что ж, несмотря на уже реализованные идеи, впереди у Максима Степаненко еще множество проектов, которые, безусловно, станут такими же яркими и интересными.